Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба обсудил ситуацию с тушением лесных пожаров с исполняющим обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Львом Квициня. В эти дни мы вспоминаем бойцов абхазской армии, погибших в мартовском наступлении 1993 года. В республике проходят памятные акции. В аппарате уполномоченного по правам ребенка стала функционировать координационно-справочная служба. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба обсудил ситуацию с тушением лесных пожаров с исполняющим обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Львом Квициня. С 5 по 16 марта осуществлен выезд 102 пожарных расчетов. Общая площадь возгорания по всей Абхазии составила 500 гектаров, 300 из которых приходится на Чемчерский район. Лев Квициня подчеркнул, что причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Перед весенними полевыми работами крестьяне поджигают сухостой, что приводит к серьезным последствиям. Министр отметил, что в результате пожаров домовладения не пострадали. Накануне вечером в селе Яштхуа Сухумского района такая опасность была, но совместными усилиями противопожарной службы местных жителей пожар удалось локализовать. Исполняющий обязанности президента поручил министру держать ситуацию на личном контроле, оперативно информировать о предпринимаемых мерах. Гунба отметил, что государство окажет необходимую поддержку сотрудникам МЧС в обеспечении безопасности граждан и сохранения их имущества. 2025 год объявлен годом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Указ подписал исполняющий обязанности главы государства Бадра Гунба. В связи с 80-летием со дня рождения и в целях сохранения и приумножения исторической памяти выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтзапша первой степени Владислава Григорьевича Ардзинба постановляю объявить 2025 год в Республике Абхазия годом имени Владислава Григорьевича Ардзинба, говорится в тексте указа. В эти дни мы вспоминаем бойцов абхазской армии, погибших в мартовском наступлении 1993 года. Ровно 32 года назад абхазские соединения форсировали реку Гумиста, чтобы развить наступательную операцию по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. 16 марта в селе Нижняя Шера прошла памятная акция. Организовал мероприятие Госкомитет по делам молодежи и спорту. Репортаж Шазины Ханагуа. Март 1993 года навсегда остался в истории абхазского народа скорбной датой. Это одно из самых трагичных событий в летописи Отечественной войны. Ни в одном бою наша армия не несла столь ощутимые потери. В те дни погибли более 200 бойцов. Несколько сотен получили ранения, больше 20 человек пропали без вести. Траурная акция, посвященная памяти бойцов, началась с возложения цветов к памятнику воинов Сухумского батальона в районе Учхоза. Затем участники акции пешей колонной направились к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба, почтили память основателя современного абхазского государства. Цветы возложили к памятникам бойцов групп «Ветерок», «Кабардай», к памятнику жителям села Нижняя Шера. Затем на площади перед мемориалом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба состоялся митинг, где выступили ветераны войны и матери погибших воинов. Говорить о событиях марта ветераны не любят. Слишком живы для них воспоминания о тех страшных событиях, будто и не было этих 32 лет.
16 марта, 32 года назад, был ранен мой младший сын. Вот именно здесь, вот там, у реки Гумиста. Его вытащила раненого без сознания отважная героиня нашей войны Мадина Досани. Низкий ей поклон. Благодаря ей жив мой Дмитрий Тарбаль, кавалер ордена Леона. Но я думала, что это то, что я должна была, наверное, перенести в этой войне. Но я не знала, что на второй день к 12 часам снайперской пулей был сражен мой старший сын, герой Абхазии Арзамет Тарба. Почему я сейчас это говорю вам, молодым? Помните, никогда не забывайте, потому что именно они хотели ваше счастье на этой нашей благословенной земле. Те ребята, которые в марте 1993 года остались на поле боя, не всегда не хватали нашей армии. Я могу со всей ответственностью заявить, если эти 222 спартанца были бы во время летнего наступления и сентябрьского нашего наступления, мы вместо 2 недель точно бы 10 дней нам надо было бы. А может и меньше. Это были слишком отчаянные ребята. Это люди, которые осознанно шли на смерть ради того, чтобы на нашей земле наконец-то наступил этот мир. На протяжении многих лет разговоры и размышления о неудачах и последствиях мартовской операции не смолкают. Мартовская операция вошла в историю как самое тяжелое наступление. Однако именно после нее абхазская армия успешно реализовывала поставленные задачи. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, первый заместитель министра обороны Султан Сосналиев после мартовской операции отметил: мы стали мудрее, злее. Эта неудача закалила наших бойцов. И хотя эта военная операция не достигла цели, она содействовала приобретению командным составом, личным составом опыта ведения боевых действий. О мартовском наступлении сложены песни, написаны статьи, рассказы, стихи. Историкам еще предстоит дать детальную оценку мартовским событиям. Но бесспорно одно – наступление стало важным этапом в Отечественной войне народа Абхазии. В завершении акции школьники пронесли фотографии 222 погибших бойцов. Участники опустили цветы и свечи в реку Гумиста. Шазина Ханагуа, Асмат Гуня, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В людях он ценил честность, трудоспособность и добросовестность. Для коллег он был верным другом и профессионалом. Для студентов – добрым наставником. Ровно год назад не стало директора Института экономики и права Академии наук, ученого, экономиста Заура Шалаша. Ему было 68 лет. Заур Шалаша – автор более 170 научных работ и 8 монографий, изданных в Абхазии, России и США. Его памяти посвящен наш следующий репортаж. Все, что делается, должно быть во благо общества, во благо государства. С таким девизом шел по жизни ученый, директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалаша. На благо своей страны Заур Иванович трудился всю жизнь. С тогда еще аспиранткой, а ныне председателем Государственного комитета по статистике, почетным профессором АГУ, доцентом кафедры бухучета и аудита Камайгоги, они познакомились в начале 90-х. Получив высшее экономическое образование за пределами родины, они вернулись домой. Это время было одним из самых сложных периодов в истории Абхазии. Политические процессы, связанные с развалом СССР, а потом война. Усхана джарх рацуин аспирантура ялгазыган защита асазыган вада хамамыз как хамазамыз апсуа. Убусхана при хчейткалана харге общежитие зас хартат здание кха Владислав Убусханчыц псындахагылан хцет убра ахтаны хайчажоны шуавит харги шахтахо нахгыртолам ди яз иргазар харис харам тариха шуйну бра хайбадырит убра Заур Убусхан бзин дыныс зубрау безбанзар Заур Усура рахтаназ сар аспирантура станд.
Са саназ таацәарагьы далалахьан иара, аха абри аситуациа иҟаз убра абри аситуациа ҳаиднагалан ҳаибадырит убысҟан. Аха уигь ҳарымҭаӡеит. Зны аирҳәа, нас мап рҳәа, нас такәмыӡӡакәа аибашьрагьы иалагеит. Сложные времена рождают сильных людей, и Заур Шалаша был одним из них. Законы и проекты, написанные им и коллегами при строительстве независимого абхазского государства, работают и сегодня. Он был одним из тех людей, которые не только воевали за свободу и независимость Апсны, но и строили ее в послевоенное время. Аибашьраны илгашьҭаха закәана амызкагьы амызт налогқәа рганахь абри ашәахтәқәа рзы закәанқәа ԥҵатәуп рҳан Владислав иԥҟарала абарҭ группаҵас идыркылеит иҳабыс Даур Барганџьиа даман, усҟан апарламент аҿы аус иуан. Страничкин, Заур Шалашава, Марина Куцниа, Ԥҳасара, Адамыр, Шармат, Пабба, Астамур, абас ихадақәа ҳәа иҟаз, бас мчыбжьык аҩныҵҟа жәамш раара Пицундаҟа ҳаргеит. Убра ҳтәаны азакәанқәа еилҳаргац Аԥсны иаҭаху аҽак. Аха абри аԥҟараҿы Владислав Григори-иԥа ус иациҵазаап, абри Урыстәыла иҟоу зегь ҳа иҳҭахӡам иҳәеит, шәлахәаԥшны убри еиԥшшәа инаҿырԥшшәа ихадоу абри ашәахтәқәа ус рыдыжәул ҳәа. Изхысҳәаауа џьабаа даара иадаабалеит. Ҳзакәанқәа убысҟан ирыдыркылеит зегьы. Брифиахьагьы аус руеит урҭ азакәанқәа, ари аҽаԥсахрақәагь заус ыҟоуп, аҽакуп, аха шамахамзар убысҟан иҳадаҳкылаз аус здаҳулаз азакәанқәа ирыдыркылазоуп иахьагьы аус лароуп. Выходец из села Члоу, Заур Иванович с отличием окончил факультет экономики и права Университета Дружбы народов. Он также получил второй диплом переводчика-референта испанского языка. Институт экономики и права, в котором с самого начала Заур Иванович был директором, невозможно представить без ученого. Учреждением за все эти годы проделана большая работа. В послевоенное время он снова занялся наукой, защитил докторскую, потом вместе с коллегами начал восстанавливать университет. По его инициативе были созданы Институт экономики и права, Сухумский открытый институт. Заур Шалаша – автор более 170 научных работ и 8 монографий, изданных в Абхазии, России и США. Кроме того, ученый старался затронуть почти все направления – культуру, спорт, образование. Заур Шалаша был депутатом парламента Республики Абхазия второго созыва, возглавлял парламентский комитет по бюджету и экономической политике. Заур Иванович – автор множества законопроектов, принимал активное участие в разработке концепции социально-экономического развития Абхазии за 2005 год и стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Шалаша выступал с научными докладами на многих научно-практических конференциях, проводимых в Абхазии и России. В людях Заур Шалаша ценил честность, трудоспособность и добросовестность. Казалось, что ему все дается легко, делятся коллеги. Он никогда не жаловался, просто говорил, что немного устал и продолжал работать. Человек с большой буквы, человек, который мог бы еще столько принести этой стране. Очень жаль, что такие люди уходят. Нас и так мало. А такой человек, я его считаю Ломоносовым, человек, который вышел из села и достиг таких высот. Я думаю, что это непросто, но он это сделал себя сам. Думая о будущих поколениях, о молодежи, преподавая долгие годы в Абхазском государственном университете, а затем в Сухумском открытом институте, в становление которого Заур Шалаша вложил много сил, ученый прививал студентам любовь к науке, видеть потенциал в каждом своем ученике, помогать и поддерживать. Таким был Заур Иванович. Уход ученого – большая потеря для абхазской науки и народа. По словам коллег, каждый день к ученому приходили новые идеи. Он готовил научные материалы, исследовал отдельно районы Абхазии, планировал писать материалы по Ткварчалскому району. Заур Иванович боялся что-либо упустить. Его активность проявлялась во всем. На телевидении он был любимым гостем, тем, кто всегда легко и свободно шел на контакт. Ему всегда было что рассказать и проанализировать. 17 марта прошлого года пришла печальная весть. Абхазский ученый Заур Иванович Шалаша ушел из жизни. Ему было 68 лет. Сегодня Абхазия, уже могу этим завершить, имеет очень большие, хорошие перспективы для процветания экономического, и социального, культурного и так далее. Много чего достигнуто. Но еще лучше будет, когда в обществе будет взаимопонимание. Гугут Савардания, Инал Гвинже, Абхазское телевидение.
прошлом году абхазским государственным издательством было выпущено 40 книг абхазских авторов. План выполнен на 90%. Правительством республики абхазскому киноиздательству уделяется большое внимание. В этом году производство будет наращиваться. Планируется выпустить 47 книг. Среди изданных в прошлом году книг «Дневники народного писателя Абхазии» Алексея Гогуа. Книга «Дневник» была издана ко дню рождения писателя. Нашему выдающемуся писателю, прозаику Алексею Гогуа на днях исполнилось 93 года. Вот издание его дневников мы приурочили к этой знаменательной дате. Поздравляем его с этим. Желаем ему здоровья. И эта книга «Дневники Алексея Гогуа» с 1993 по 2018 год. Это очень значимый отрезок в жизни нашей страны. И увиденные события, которые происходили в абхазском государстве глазами такого писателя, зоркого, умного, очень образованного, очень талантливого, это, конечно, большой вклад в нашу духовную культуру. Я надеюсь, что эти книги скоро поступят в наши книжные магазины и дойдут до читателей, и эта книга будет иметь определенный успех среди наших читателей. Министр просвещения Инал Габля поздравил министра просвещения России Сергея Кравцова с днем рождения. Отметив личную поддержку и внимание Сергея Кравцова к развитию образовательного сотрудничества между Россией и Абхазией, Инал Габля выразил ему благодарность. Наши страны успешно реализуют совместные проекты, направленные на повышение качества образования, укрепление дружеских связей между народами, говорится в поздравительном адресе. У аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии появилась горячая линия, куда могут обращаться граждане. Теперь люди, столкнувшиеся с нарушением прав и свобод несовершеннолетних, могут позвонить на короткий номер 3535 и сообщить о ситуации. Все подробности в материале Адицы Сагария. Горячая линия аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии создана с целью создания дополнительных условий для обеспечения гарантии государственной защиты прав и интересов несовершеннолетних. По словам детского омбудсмена Мактины Джинджоли, основная задача аппарата – создание дополнительных гарантий защиты законных прав детей. Именно для этого нами было принято решение создать консультационно-справочную службу при аппарате, позвонив в которую любой ребенок, его родитель, либо любой гражданин Абхазии может получить совет, помощь, консультацию, информацию по различным вопросам. В аппарат уполномоченного поступают звонки от жителей страны, которым требуется сопровождение, консультация психолога, юриста. Поэтому аппарат уполномоченного сформировал консультационно-справочную службу, специалисты которой теперь всегда на связи и готовы помочь. Здравствуйте. Вы позвонили в справочную консультационную службу при аппарате уполномоченного по правам ребенка. Представьтесь, пожалуйста, и опишите суть вашего вопроса. Я правильно вас поняла? Вы хотите узнать, как оформить опекунство над ребенком. Для этого существует несколько выстроенных шагов. Первый шаг – вам необходимо обратиться в орган опеки и попечительства по месту вашего жительства. По словам Мактины Джинджоли, пилотный проект покажет необходимость работы в данном направлении. Главными информационными партнерами проекта являются сотовые компании Амобайл и Аквафон, которые совершенно безвозмездно предоставили короткий номер для звонков. Необходимо набрать короткий номер 3535 в рабочие часы с 10 до 17 часов. Любой освободившийся консультант ответит на звонок, либо перезвонит, если он не успел поднять на звонок. С часу до 2 это время перерыва, в это время консультанты не будут отвечать на звонки, однако даже если в это время будут поступать звонки, естественно, они будут перезванивать, консультировать. Обращаюсь ко всем, кто меня слышит из
если есть какая-то проблема, если это касается ребенка в особенности, не замалчивать, не справляться самому с теми задачами, с которыми вы не можете справиться, обращаться в консультационную службу. Мы обязательно накажем сопровождение, предоставим всю необходимую информацию и поможем в рамках возможностей аппарата и в рамках возможностей консультационной службы. Как отметила Мактина Джинджоли, все обращения граждан не остаются без внимания. В случае нехватки сотрудников для работы в координационном центре будет решаться вопрос увеличения штата. Адица Сагария, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Новые камеры фото-видеофиксации начнут работать с 20 марта на республиканской трассе, сообщил начальник УГИ МВД Дамей Авицба. Дорожные камеры фиксируют превышение скорости, пересечение сплошной линии, отсутствие ремня безопасности и разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем. Уважаемые автолюбители, напоминаем вам, что 20 марта 2025 года на республиканской трассе начинают свою работу новые камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Дорожные камеры нового образца фиксируют превышение скорости, пересечение сплошной линии, отсутствие ремня безопасности и разговор по мобильному телефону во время управления автотранспортным средством и другие опасные нарушения. От ПСО до Сухума на данный момент установлено 23 новые камеры. Они фиксируют нарушения в обе стороны. В ближайшее время еще 20 новых аппаратов фото- и видеофиксации будут установлены на участке трассы Сухум-Гал. Данная мера направлена на снижение числа ДТП. Как правило, на участках, где устанавливаются камеры, число аварий снижается в разы. Мы стремимся к нулевой смертности на дорогах. Призываем водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 18 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, местами возможен туман, гроза. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.